И по инсценировке Евгении Удаловой и, насколько я поняла, и Семена Гречкова, то есть совместная как бы работа. Вкратце расскажу сюжет. Двое подростков теряются в лесу. До этого они не знакомы. В течение спектакля они знакомятся, притираются, у них происходят внутренние свои какие-то попытки отношений, происходит этап взросления внутри этого леса, потому что их никак не находят, они все там живут. В самой повести они живут там на протяжении 2 месяцев. Я сразу же в голове возникла идея подвижных, то есть вот этих стволов деревьев, то есть прозрачной вуали, чтобы когда то есть дует ветер, например, они создают ощущение гнутых стволов, которые под давлением ветра там сгибаются, да, например. Создать некое мистическое пространство, потому что вещи, которые происходят внутри леса, внутри повести, они на самом деле имеют мистический характер, и там как описано, там перешептывающиеся деревья, животные, духи, которые помогают, либо мешают им. И, конечно, как и с автором, там, мы поспорить никак не можем, это будет хэппи. Вообще интересно было работать с, назовем так, с автором вот прям впрямую, во-первых, потому что была возможность с ней поговорить, встретиться, понять, что она имела в виду там или сям. Она вносила там свои корректировки некие в уже написанную вещь, это у нее повесть была. Заведующая литературной частью Евгения Удалова написала нам инсценировку. Вот мы со всем этим пошли к Елене Васильевне Габовой. Ну, дальше выбор пал на актеров. Нам нужно было взять подходящих людей, которые могут играть подростков. Было принято решение отказаться от некого конкретного возраста, ну, потому что когда артист, которому, ну, явно, там, назовем так, слегка за 20, изображает из себя подростка, это, ну, как-то так странно. Благодаря этому и артистов я вот выбирал, исходя из этого, и подходящих по типажу, по темпераменту, ну и, конечно, выбирали такую форму очень, так сказать, не бытовую. Я же чувствую, что она там, я знаю, да? И поэтому я могу сделать, прежде чем я поворачиваюсь, я делаю. Да, мне это поможет. Если чисто... Просто, да, само движение. Да. Это интересная работа. Необычная, прежде всего, в формате существования, который задал нам режиссер Семен Горчаков. Достаточно это непривычное существование на площадке, это не бытовой жанр абсолютно, потому что там был определенный ритм, заданный режиссером, который надо было соблюдать, определенные откатные движения, вдохи, выдохи, и это надо было уметь распределяться. Но это было интересно, и когда понимаешь уже ход, уже, ну, как бы, ты в этом уже становишься свободен, и какие-то моменты уже рождаются сами, и это тоже очень интересно. Двое молодых людей попадают в совсем, ну, не совсем враждебную среду, но и не совсем доброжелательную, без вот этой суеты, без, ну, как мы привыкли сейчас, все сидят с детства в гаджетах, еще что-то, и когда ты попадаешь в такой мир, где всем этим не воспользоваться, наверное, есть время задуматься о том, что такое любовь, что такое взросление, что вообще, что такое жизнь, насколько она ценна, жизнь твоя, но и всего, что рядом тебя окружает. Именно в связи с этим было принято решение сделать такой живой лес. Ну, то есть этот лес был не просто так решен
бытовом плане, а вот он был живой. Для этого, чтобы этот живой лес создать, пригласили режиссера по пластике с Москвы Александру Сум, который уже большой опыт вообще работы с актерами, опыт работы в пластике. Она преподает в театральном институте имени Щукина, еще в нескольких учебных заведениях. У нее свои авторские курсы по пластике, по движению, по телу, по всему. И она приехала, и мы с ней можно сказать, придумали свой такой язык. Пластический язык, язык леса. А изобретали пластический язык мы на протяжении 2 недель, у нас специально проводились тренинги. То есть это не просто выучить движение, да, то есть это не просто как учим движение, где как руку поднять, а здесь есть целая философия пластики, этого фантазийного мира. И, конечно, нам сценография помогла, потому что лес был решен так очень легко, воздушно для работы. Вот у нас была художник Надежда Буторина, она у нас художник в театре. Мы с ней искали образ леса. Безумно интересная и красивая сценография. Я не смотрела со стороны, но находиться в этом интересно, это достаточно абстрактно. Так же, как и костюмы Надежда Буторина нам делала. Пытались мы найти какую-то странную такую полуязыческую историю, какие-то маски, как закрытые лица, все такое близкое, назовем так, к природе, можно сказать, такое друидско-шаманское. В этом всем такое есть. И, конечно, огромную роль сыграла музыка. Музыку нам писал Владимир Русанов, это лидер группы «Априход». Конечно, обязательным условием было использование коми-народных инструментов. То есть у нас был, можно сказать так, база такая музыкальная, и сверху на нее накладывался живой звук. Витошкин Александр Анатольевич, народный артист Республики Коми, нам в этом сильно помог. Он подписал какие-то партии, показал, где что играть, что делать. И, получается, живой звук у нас стоял прямо на сцене. Они прямо весь спектакль, все действие, они работали. То есть они играли и лес, и подыгрывали именно в музыкальных планах, на темах, на всем. Они создавали такую, придавали жизни, что ли, именно в аудиоформате. Безумная музыка, которая у нас там есть. У нас же живая музыка под настоящие коми-инструменты. Весь этот лес дышит под эту музыку. И, мне кажется, создается действительно какая-то интересная атмосфера. Хотелось убежать от этого от бытового существования. Там, конечно, очень подробно в повести, и очень здорово, что это, конечно, там сделано все. Но хотелось как-то уйти от этого и поговорить о более вечном, выйти на более такую философскую тему. Мы решили так это нивелировать, попытаться поработать именно в форме текст-движения, приблизиться как-то к такому, к эпическому театру, можно так сказать. Немножечко поговорить с высшими силами, по-другому, наверное, не скажешь. Лес, который у нас тоже существует в определенной пластике, мы с Антоном не отставали, то есть нам, по идее, можно было... Наша пластика немножечко отличается от того, что делает лес, но нам было интересно поработать и как лес, попробовать в себя в этих этюдах пластических, качели, которые у нас появляются. Я давно мечтала покачаться на сцене. Мало достаточно играли, я жду своего партнера, когда он отслужит нашей родине в рядах армии, для того, чтобы окунуться в это вновь, расширяться и расширяться. Раз, два, три, раз. Соберитесь все здесь. Следующий.
Значит, смотрите, сейчас мы идем оттуда, откуда закончили в прошлый раз. То есть Герка уже стоит, вы за ручьем. Я надеюсь, что мы ответили на какие-то вопросы именно касательно вообще жизни, взросления, ценностей. Ну и, конечно же, надеюсь, что мы оставили вопросы. Потому что на вопросы нужно не только отвечать, но и их и задавать. Вот как-то так.